Артему 10 лет. С 11 месяцев у него обнаружили гемофилию, то есть несворачивание крови. С тех пор мальчик каждый день борется за свою жизнь. Ведь малейшее ранение, травма или просто ушиб могут быть смертельными. Вот мы только в феврале выписались из больницы, нам дали 2 флакончика, на этом все. Наше лечение закончилось. В прошлом году дали тоже 2 флакончика, срок годности которых заканчивается через месяц. Где они лекарства нашли? А так нет препаратов, ездишь, звонишь, нет лекарств. Не закупили. В свободном доступе препараты для неизлечимых болезней не продаются. Раньше лекарства от гемофилии мы покупали на черном рынке. Влезли в кредиты, потому что надо было вытягивать ребенка. Нам предлагали 1 флакончик по 4000 гривен. Нам таких нужно 2 на 1 раз или 4 на неделю. А сейчас даже лекарств не купишь на черном рынке. Их нет. Нет куда ждать и помощи. Мы вместе с Еленой и ее сыном выезжаем в Киевскую областную клиническую больницу, чтобы проверить, поступили ли лекарства на 2016 год таким детям, как Артем. У меня сейчас нет времени. Вы приезжаете просто так. Я не хочу с вами общаться, потому что у меня есть дела. После длительных уговоров Елене все-таки дают ответ. Вообще нам ждать лекарств или нет? Для гемофиликов нет. А будут? Звідки я можу знати? Вы у меня спрашиваете, ну откуда я могу знать? Я в тендерах не принимаю участия. Что касается взрослых, то в прошлом году, в декабре, в начале января этого года мы получили лекарства, которые должны были использовать еще в 2015 году. Поэтому для взрослых лекарства пока есть. Но на 2016 год даже заказов не собирали, поэтому я не знаю, когда будут поставки лекарств. К марту 2016-го правительство должно было распределить деньги на закупку медикаментов людям с неизлечимыми болезнями. Но чуда не произошло. Это устаревшая финансовая политика Украины, когда Министерство здравоохранения финансируется по остаточному принципу. До 1500 людей за одни сутки умирают по причине дефицита лекарств. Кроме гемофилии, есть ряд неизлечимых заболеваний, на устранение которых деньги выделяются из государственного бюджета. Это туберкулез, это редкие заболевания, это гепатит, это вирус иммунодефицита, это онкология взрослая, это онкология детская. Пока общественные организации борются за права пациентов и пытаются выбить необходимые лекарства, такие как Елена, всеми правдами и неправдами ищут необходимую дозу, чтобы спасти жизнь. Ирина Кононенко, Евгений Чижик. Настоящее время. Киев.